Что известно по поводу скандала в Абхазии, который сейчас вот уже на протяжении нескольких дней очень активно все обсуждают? Я думаю, что многие из вас также видели видео, где чиновница, которая имеет отношение к развитию туризма в Абхазии, соответственно, Кристина Лакербаю, заявляет следующее, что, мол, республики бедные туристы не нужны. Приезжают тут, понимаете ли, всякие за 300 рублей, покупают дошираки и не тратят деньги на сувениры и местную продукцию. Тот турист, который приезжает сегодня за 300 рублей, я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, то, что дают там в отеле, но на улице он ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, извините меня, да, но мы хотим, чтобы они купили там сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. То есть нам такой турист, я считаю, не нужен. Такие, мол, нам не нужны. И это заявление вызвало очень резкую реакцию у многих, что понятно. И вот эту чиновницу освободили от должности. Ну, то есть уволили, скорее всего. Хотя никаких, насколько мне известно на момент съемки этого видео, извинений от госпожи Лакербаю не последовало. Вы видели какие-то извинения? Я вот лично нет. Если у вас какая-то другая информация есть, обязательно напишите об этом в комментарии. Дальше, значит, глава Минтуризма Абхазии подчеркнул, что сказанное личное мнение Лакербая и не отражает позицию ведомства. Вы знаете, вот с этими личными мнениями очень интересная ситуация. На мой, опять же, чисто субъективный взгляд, ничего не навязываю. Что для меня личное мнение? Если бы госпожа Лакербаю сидела где-то на кухне с подружками, говорит, как надоели эти бедные, вот эти бедные, достали, ничего не покупают. Я хочу, чтобы только богатые тут, значит, ходили по нашей республике, все по... Один разговор. Понимаете, да? Но это заявление сделано в рамках какой-то конференции. То есть дама была в этот момент при должности. То есть она исполняла свою работу. Поэтому, ну, как-то странно, да, это выглядит. Личное мнение. То есть когда норм, не личное мнение. Когда что-то, какой-то скандалец, это личное мнение, оно ничего не отражает. Ну нет, друзья мои, так это не работает. Личное мнение это вот у себя на кухне за пределами своей вот работы, да, за пределами вот этих своих рабочих часов. Коли вы представляете ведомство, ну, наверное, нужно как-то думать, да? Чего несем-то? Именно за это деньги и получают, а не ляпать все, что подряд, все, что в голову придет. Но вот, тем не менее, через несколько дней вот после этого высказывания, как пишется, чиновницу освободили от должности, что бы это ни значило. Не совсем понятно. Освободили как? Отправили в отпуск, отдыхать, отправили совсем, то есть уволили или что? Тоже интересный вопрос. И так как скандал не утихал, а только набирал обороты, дошло до того, что президенту Абхазии пришлось вмешаться в этот весь процесс. И он заявил следующее, цитата. «Недопустимо делить гостей по достатку. Мы всегда радовались каждому туристу. Это символ мира и возвращения к жизни», заявил он. Очень здравые слова. Также он отметил, что он считает необходимым отреагировать на подобные слова, потому что они наносят ущерб авторитету страны. Кстати, вот по поводу всего, да, вот этого авторитета, и доширака, и туристов по 300. Сейчас дальше тоже об этом поговорим. Я тут наткнулась, ну, когда вот читала все вот это для того, чтобы сделать видео, на небольшие рилсы одной милейшей девушки. Молодая девушка, она работает гидом туристическим в Абхазии уже 6 лет. И вот она, значит, показывает, ну, вот озеро, да, знаменитое, там, смотровую площадку, и говорит, вот 10 утра никого, вообще никого, она одна там, совсем никого. Говорит, посмотрите, ни человечка нет, катамараны не катаются, вообще ничего не происходит. Однако в прошлом году в это время уже туристы были, хотя, по ее словам, и прошлый сезон был такой себе, ну, то есть не самый лучший. А в этом году вообще никого. Есть еще какие-то вопросы, почему?
Есть вопросы почему. Значит, ну и, как говорится, в мир пошли вот эти дошираковские рилсы. Мне кажется, доширак должен как-то заплатить за рекламу вот этой вот чиновницы. Значит, в чем суть? Ну, по-разному, да, есть и в негативном ключе, есть и в позитивном ключе. Давайте с позитивного, наверное, и начнем. Вот этой вот самой девушке, которая гидом работает, есть рилс, что она сидит, значит, как раз вот на этой, ну, в общем, где-то там из этого озера, озеро видно, да, красивая природа, все, и трескает за обе ухо вот этот доширак. И к ней, значит, девушка другая обращается: ты что, у нас же, мол, доширак в Абхазии запрещен. А она говорит: нет, мы ждем всех, кто любит доширак, кто не любит, хоть с дошираком, хоть без доширака, мы сами его тут тоже едим, и ничего там страшного нет. Ну, такой миленький рилс. Однако есть и не миленькие, как вы понимаете, и такие вот с сарказмом, да, что ходят, мол, как думаете, хватит доширак там на неделю? Ну, в общем, такое вот. Ну, не очень приятная, конечно, ситуация, потому что в целом в мире с туризмом беда. Беда просто. И не только это касается Абхазии, а вообще много чего. Вот много каких стран я имею в виду. Например, в Турции этот сезон считается провальным. Вы, наверное, тоже все видели эти видео с пустыми пляжами. Ходят люди, удивляются, где туристы, где вообще. Сами турки тоже жалуются, и сейчас у них опять вот прям вот на днях ожидается очередное повышение цен. И, конечно, печально. Печально все это выглядит. И как это потом все восстанавливается, тут непонятно. А здесь, видите, разбрасываются туристами направо и налево. И вот что не так, объясните мне, с бюджетными туристами? Не будем их называть нищебродами, бедными, да, нам, говорят, бедные туристы не нужны. Зашибись, а что там, выбор какой-то есть? Ну, прям там толпы туристов туда прутся. Или как? Объясните, что не так с бюджетным туристом? Вот только давайте не будем путать быдло-туристы, да, это один момент. А вот просто обычные люди, бюджетные туристы, что с ними не так? Удивительная просто постановка вопроса. Еще раз повторюсь, эти люди не набраны по объявлению. Эти люди – чиновники, работающие на зарплате, которые должны отрабатывать эти деньги. Это их работа. Понимаете? То есть она не просто, говорю, с девочками на кухне сидела и что-то там какую-то мысль высказала. Это их работа. И вот если бы более дальновидно смотреть на всю эту ситуацию, то, наверное, и логичнее было бы начать как раз с бюджетного туриста. Потому что быдло-туристы, они могут быть разного бюджета. И минимального, и максимального. То есть вести себя, конечно, нужно прилично, нормально, в рамках разумного всем и везде, ну это очевидно. Но вот сегодня, допустим, поехали там студенты, да, нормальные, ну, допустим, парень с девушкой, да, поехали в эту Абхазию или еще куда-то, бюджетно, покупают доширак, но они же его покупают, понимаете, они его покупают. Они сидят на пособии, как у нас тут некоторые, годами. Понимаете, да, разницу? Пусть столько, но хоть что-то, а как иначе? И вот они поехали, например, в этом году, сегодня вот они, туристы, по 300, через там 2-3 года, и все у них там хорошо прошло, все классно, да, все понравилось, очень хорошие воспоминания. И когда они уже не по 300, когда они уже там вышли на работу, отучились, они уже поехали по более приятной цене. Ну, я имею в виду для туристического бизнеса. Так это работает. А потом, понимаете, чтобы привлекать денежных туристов, им надо что-то дать. Вообще, в целом, туристический бизнес, опять же, на мой субъективный взгляд, все-таки базируется чаще всего на туристах вот среднего сегмента. Это что-то от, чуть выше, да, доширака, базируется, я имею в виду, до вот
ну, таких каких-то там приличных, более-менее денег. А тут прям сразу VIP подавай. Ну, не VIP, ладно, это я, конечно, загнула. Ну, богатеньких таких, ну давайте, ладно, жирненьких таких, средненьких туристиков таких, вот, знаете, будут они пачками скупать сувениры, продукцию, ну, скорее всего, наверное, будут, но не прям вот так много. Они также могут лежать в отелях и стоять за бесплатными соками, потому что деньги никто из туристов, возможно, не рисует. Некоторые, конечно, рисуют, не поспоришь. Но в целом нормальные люди, если мы говорим об обычном человеке, ну тоже как бы копеечку в копеечке, да, тоже цену деньгам знают. Раскидываться направо-налево, ну такое себе мероприятие. Угу. Дальше, что еще думаю? Вот вы напишите, кстати, как у вас там. Были в Абхазии? Были или нет? Что там вам понравилось, не понравилось? Ну, понятно, что там прекрасная природа, с этим никто не спорит. Но. Так вот, скорее всего, развивать туризм надо как раз вот с этих бюджетных туристов. Как раз, потому что, ну как это вообще выглядит, вот по ее мнению? Ну должен же какой-то, быть план развития. Ну вы понимаете, что это на высшем уровне делаются такие заявления? Ну как-то же должно это в голове Для этого люди специально, ну хочется верить, учились и работают не баба Галя с рынка. Или бабушка Гануш, как вам там, как больше нравится, не суть. Вот должен быть план развития. Пока начинать так, чтобы создать плотную, хорошую инфраструктуру. Потому что жирненьким, денежным туристам нужно что-то предлагать. Да, есть люди, которые любят экстремальный туризм, палатки, вот эти все дела. Но их не так много, и даже из этих людей, которые любят экстремальный туризм, через пару дней они тоже хотят вернуться в свой хороший отель, отмыться, отъесться, да, после вот там сплавления по рекам, скакания по горам, ну как-то вот отдохнуть немножечко от этого всего. Поэтому тут такое, в общем, нужно что-то предлагать. Правильно? Правильно. А что? Ну что, кроме природы. Природа, нет вопросов. Красота неземная. Ну, понимаете, природа много где красивая. Она в целом-то везде красивая. Тут просто, ну, каждый выбирает, что ему нравится. Кому-то пустыни нравятся, кому-то леса, там, реки, а кому-то пляжный отдых, море, пальмы, а кому-то вулканы. В общем, на любой вкус и цвет, как говорится, природа есть везде. Вот что конкретно предлагается здесь жирненькому денежному туристу? Можете мне ответить? Что конкретно? Потому что привлекает туристов? Это либо какая-то история. Ну, например, да, египетские пирамиды. Да, они уже у всех там на слуху, на виду, но все-таки хочется посмотреть своими глазоньками. Например, какая-то вот богатая история. Ну, пусть распиаренная, неважно. Пусть она распиаренная, но тем не менее. Распиаренная же, да, маркетинговый ход. На это люди и учатся. Чиновники, которые делают вот планы развития туристического бизнеса, чтобы всем, как говорится, было хорошо, приятно и вкусно жить. Значит, история богатая, либо, ну, что-то такое, да, что-то особенное. Какой-то вулкан, в конце концов. Ну, то есть какая-то природа, но очень особенная. Какие-то водопады невероятные, да, там. Ну, что-то. И самое главное, сервис и безопасность. Хоть бюджетный турист, хоть не бюджетный, тем более, когда не бюджетный. Ну, не каждый, знаете, поедет сувениры покупать, если там что-то вот как-то есть, какие-то неприятные моменты возникают довольно-таки часто. Поэтому, ну, наверное, надо над этим работать и развивать все сегменты. То есть бюджетный, средний сегмент и, как сказать, богатый, да, и VIP. Там что прям обосраться, прям какие богатые товарищи. А то как это вообще видится? Построим. Что там? Там строить-то не надо. Там куча заброшенных санаториев, отелей, которые остались еще с советских времен, которыми никто не занимается. Ну, я думаю, что это тоже ни для кого не секрет. Ну, вот как-то, да, там отреставрировать, отремонтировать 2 штуки, чтобы туда, что заселять все 10 туристов, которые очень богатые.
ну, которые там что-то будут, ну как, а остальные жители, которые сдают маленькие отели, номера какие-то, комнаты какие, а им как бы, что, как им тогда? М? Может быть, они и рады бы этим туристам по 300, но видите, их там особо не ждут, оказывается. Ну, по словам вот этой барышни, хорошо, конечно, что уволили. Ну, вроде как уволили, там тоже непонятно. То ли уволили, то ли отстранили. Что такое отстранили, непонятно. А вот такие дела. Да? Ну, то есть, что такого вот можно предложить жирненькому, богатенькому туристу, чтобы не 10 человек в год туда ездили, вот таких, а прям толпами перли? Что? Хороший вопрос. И вот над этим-то как раз и нужно работать. А чтобы не вкладывать сразу огромные бабки, и туда никто не поедет, ну, логичнее начать, наверное, вот так вот ступенчато. Сначала с бюджетного туриста, для них там как-то что-то сделать, ну, чтобы и вовлекать, давать работу своему населению, чтобы они там в туристическом бизнесе развивались, учились, стажировались, получали опыт. Потом получше уже, когда люди попривыкнут, когда проникнутся, так скажем, вот этими всеми красотами, и что-то вот может там с детьми кто едет, без детей кто едет, в общем, по-разному, да? А так, здорово, конечно, хотеть все и сразу. Меня это тоже убило. Дошираки, они покупают, ну, они же их покупают. Они же к вам не на пособие едут сидеть на шее. Покупают хоть дошираки. Если 300, ну, это условно, это она говорит, на 300 рублей, мол. Если таки приедет 1000 человек, ну, за сезон, ну, 1000. Что плохого? Ну, что плохого? Если, конечно, вы хотите развивать эту отрасль. Если не хотите, вопросов нет. Ну, тут хозяин, барин, нет, так нет. Что тут есть куча других стран, куда можно поехать. Можно внутри своей страны, конечно, спокойно себе там перемещаться, путешествовать. Ну, много разных вариантов на любой вкус и кошелек. А вот когда будут прям косяком переть, вот прям косяком, как, например, в Венецию, тогда уже можно как-то лимитировать с помощью бабла, да? Ну вот не вмещает просто город или страна вот всех желающих. Тогда нужно, конечно, какой-то вот критерий. Ну, в первую очередь, конечно, финансовый критерий, в первую очередь. А там уже все остальное. Ну, здесь-то совсем другая ситуация. Ну, не знаю. Что думаете, друзья мои? Что думаете? Кто был в Абхазии? Напишите, как там сейчас дела обстоят. Вот я тоже смотрела, очень жалуются на цены, что и ну, цены как бы тоже, ну, не шибко бюджетные, мол, чуть ли не сравнимые с Турцией. Я вот не знаю, насколько это правда. По Турции я еще как-то могу сориентироваться, а вот в Абхазии я была, по-моему, то ли один раз, но это еще были те времена, знаете, это было прям очень давно. И сейчас трудно сказать по ценнику. Вот кто был в этом году, в прошлом году, напишите, как в сравнении. Так ли уж дешево? Может, поэтому доширак покупать? Что дороговасто? Не знаю. Что думаете в целом, дорогие мои туристы? По 300, по 500, по 1000? Есть ли вот такая сейчас возможность разбрасываться вот этим туристам направо или налево, да? Вот эти нужны, эти не нужны, когда у вас, ну, все пустое, ну, полупустое, ну, прям сильно не хватает туристов. Надо ли ими разбрасываться? И ладно, говорю, еще бы там бабки на лавке, а то ведь все-таки чиновники, и она ведь не одна такая, там еще потом был тоже мужчина, я не помню как, тоже относящийся к сфере туризма, который говорил примерно то же самое. Не знаю, отстранили его от должности или нет. Вот сразу после вот высказывания чиновницы, которую отстранили. Ну, то есть мы как должны понимать, что это тоже его частное мнение? Ну, примерно то же самое, только там без доширака было. То же самое, мол, зачем нам тут бедные, нам давайте, пожалуйста, богатые, едьте. А что вы можете дать?
массовому жирненькому туристу с денежкой прям. Ну, так, вот. Ну так скажем, среднего класса, давайте так. Сервис, ну хотя бы сравнимый с Турцией. Я не знаю, напишите, кто был. Питание. Ну, чтобы дошираки-то не ели. Выбор какой-то. Ну, вот интересный вопрос. Видите, как бывает. В наше тяжелое время мы еще, как говорится, и харчами перебираем. Ну ладно, в общем, все, что думаете, пишите в комментариях. Я единственное вас очень попрошу писать корректно.